Смешанные единоборства в нашей республике сейчас переживают не самые лучшие времена, поэтому каждая новость об очередном предстоящем поединке наших земляков, будь то в России или за пределами страны, воспринимается в очень позитивном ключе. Хамзат Долгиев, Абукар Яндиев, Магомед Башир Аушев, Ваха Шанхоев, Абукар Местоев. Топовых бойцов из нашей республики можно перечислять долго, но на данный момент особняком от всех стоит Мавсар Евлоев, подписавший контракт с самой престижной бойцовской организацией в мире. Экс-чемпион Лиги М1 Евлоев дебютировал в UFC в прошлом году и с тех пор провел уже 2 триумфальных поединка. А начиналась карьера будущего топ-бойца за пределами родной страны. В конце ноября 2014 года Евлоев провел свой первый профессиональный поединок. Дебют состоялся в Лиге М1 на турнире в Китае. Соперником Евлоева стал Хи Джиан Вэй. Тогда во втором раунде была одержана убедительная победа удушающим приемом. Этот триумф стал отправной точкой в карьере Мавсара. После удачного дебюта Евлоев провел сразу 3 поединка подряд с небольшим интервалом у себя на родине. Хорошо зарекомендовав себя в лиге, Мавсар получал все более топовых соперников и, тем не менее, расправлялся с ними без особых проблем. Одним из самых интригующих противостояний в карьере Евлоева была схватка с американским бойцом, инструктором по борьбе Ли Моррисоном. Что сможет российская школа борьбы противопоставить американской? Этот вопрос был актуален вплоть до дня проведения турнира. Сомнений в своем высоком классе ингушский боец в тот вечер не оставил. Ли Моррисон был бит в своей же стихии, и новая звезда Лиги М1 загорелась еще ярче.
После этого поединка Евлоев получил шанс на бой за временный титул. Нокаутировав Алексея Невзорова во втором раунде на глазах у родной публики в Ингушетии, Мавсар заявил о своих притязаниях на пояс неоспоримого чемпиона. Поединок за объединение поясов прошел в июле 2017 года. Чемпион Павел Витрук против временного чемпиона Мавсара Евлоева. Интрига в противостоянии была поддержана вплоть до самого поединка. Учитывая то, что Витрук, являясь ударником, готовился под Евлоева в соседней республике, где подтягивал базу борьбы, зрителей ждало очень интересное зрелище. Давайте вспомним, как это было. Итак, новый чемпион в легчайшем весе известен. Дальше защиты титула. Первая схватка против очень опасного ударника, стремительно набравшего ход в лиге Сергея Морозова. Бой с ним прошел на турнире М1 Challenge 88 в Москве, полностью под диктовку ингушского спортсмена. Как составлять план на бой, исходя из сильных и слабых сторон соперника, на этот вопрос своим мастер-классом ответил Мавсар Евлоев.
Вторая защита титула прошла уже в родной Ингушетии на глазах у тысяч фанатов. Соперник Рафаэль Диас, очень крупный для бойца легчайшего веса. Бразилец умудрялся доставлять неприятности Евлоеву, хотя бой проходил под контролем Мавсара. В заключительной пятиминутке ингушский боец вложился в оверхенд, который отправил Рафаэля на канвас рейджа. Очередная победа. Лига М1 спустя небольшое время подписала контракт с абсолютным бойцовским чемпионатом, согласно которому чемпионы лиги могут переходить в UFC. Это серьезный шаг как для имиджа самой лиги, так и хороший трамплин для бойцов. Подписание Евлоева некоторое время затягивалось, но тем не менее контракт в итоге был подписан. Анонс поединка Мавсар-Евлоев Сен Вучой на турнире UFC в Санкт-Петербурге очень обрадовал ингушскую аудиторию болельщиков смешанных боевых единоборств. Усиленная подготовка, грамотная тактика, хладнокровие в октагоне – все это всегда отличало Мавсара Евлоева. Несмотря на переход в весовую категорию выше, у болельщиков Евлоева не было сомнений, что их любимец одержит победу. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты этого поединка. Hey.
После уверенной победы над корейским спортсменом успех Мавсара Евлоева не окрылил. Напротив, этот поединок стал стимулом работать еще усерднее. Спустя некоторое время анонсировали следующий поединок ингушского бойца, но сразу несколько соперников получили травмы или отказались от проведения поединка. Уже завершившему подготовку и согнавшему вес Евлоеву было очень непросто принять такое, но тем и отличаются профессионалы, что умеют быть готовыми в любой момент и к любому турниру. После неудавшегося поединка спустя некоторое время Евлоеву предложили другого соперника на очередном турнире UFC Fight Night. Соперник Энрике Борзоло, уже проведший в рамках абсолютного бойцовского чемпионата несколько поединков. Турнир прошел 26 октября в Сингапуре, и хоть Евлоев одержал победу, на 100% своей победой он доволен не был. He's so smooth here, just to fight from Ingushetia in Russia. Barzola's star is shining bright in blue. Oh, he gets tagged there though. Oh, here they go. They're going to slug it out. He did dominate that bantamweight scene in Russia. He really did. And he ends up in the better position. It's almost like Evloev is trying to prove a slap point there tonight. from Barzola. Good takedown defense from Barzola, or at least scrambling ability to get back to his feet at least. Offense going here. Can't seem to find the timing of Evloev. There's a left hook. Yeah, that was nice. Jab, right hand to the body, left hook to the head. He's got to stop throwing that right kick to the body, though. Start going to the head and the leg with it, because Evloev... He's in tight here, but so far, good job. And that you see how Barzola is trying to pull him up to get him on his waist. Man, his scrambling. Fingers, gentlemen, watch his fingers on the break. Use his jab. He is one of those guys that likes to take a hit to give one. Much better round for Barzola, celebrated by his corner, but he's still got to do a lot to grab this fight. Close range by Evloev. Good defense there from Barzola. They were actually both going for that shot at the same time, but Evloev beat him to that single leg. That level was... Body's right, and he's firing that right uppercut straight through the center. Masato was always really good at that. One of my old K1 favorites. Rear uppercut. Barzola. Oh, really gotta be careful with that knee. Gotta watch that hands down now. So he is grounded there, and he is weight bearing on that as well, which is important. Striking, just missing Evloev. Face by the Russian. Tried to turn the corner, beautiful. Wow, he's lucky that Barzola was a good opponent there, because that fight had not been broken up yet by the referee himself. He could have just straight up kneed him square in the face and ended this fight. It's like they've got mics in the gloves. I mean, for featherweights, they are cracking each other with shots. They're taking it. Beautiful. Всего пару недель назад организация анонсировала третий поединок Евлоева под эгидой UFC. Соперником станет опытный бразилец Даглас Сильва де Андраде, который провел уже 26 поединков, из них 23 победных. Самое примечательное, что все 3 поражения у Сильвы в UFC, и 2 из них от российских бойцов Зубайры Туфугова и Петра Яна. Чередуя победы с неудачами, де Андраде тем не менее является очень опасным соперником. В своем крайнем поединке он одолел экс-чемпиона UFC Хинана Барао, так что легко Мавсару Евлоеву точно не будет. In the club, gon' throw your hood up. Соперник у Мусора очень хороший. Когда он переходил в UFC, у него счет был 19-0. Последний бой он, например, выиграл у бывшего чемпиона UFC, бывшего обладателя пояса. Это очень хороший результат. Нокаутер сильный. Также и в партере хорош. Так сказать, переход Мусора уже топ-20, даже может быть и в топ-15. После этого боя, если одержим победу, с дозволением Всевышнего, иншаллах, будем идти уже на высокие цели.
Моусер уже дал о себе знать, как о серьезном сопернике. Поединок Мавсара пройдет 7 марта на T-Mobile-арене в Лас-Вегасе. На данный момент Евлоев проходит подготовку за пределами страны. Болельщики ожидают яркое и бескомпромиссное шоу в исполнении обоих бойцов. Это уже третий бой по счету Моусера в лиге UFC, лучшей организации мира. И 13-й бой в карьере. Все знаем, что у него нету поражения. Я думаю, бой пройдет очень хорошо. Так как первые 2 боя прошли с опытными, хорошими бойцами. Первый бой, например, прошел с корейцем, нокаутером, сильным нокаутером. И он практически прошел в борьбе и доминирующей борьбе. Вообще шанса не дал. И после этого боя в твиттерах многие бойцы, популярные бойцы, писали про Моусера, что запомните этого парня. И следующий бой прошел против перуанца в Сингапуре. Перуанец был очень опытным за свою карьеру, за 20 с лишним боев. Ни разу не проиграл досрочно. И 6 побед было одержано в UFC. Если я не ошибаюсь, это были 6 побед до боя с Моусером подряд. Такая хорошая серия у него была. Ну, Моусер справился. Хорошо справился. И тут, как все ожидали, не прошел бой в борьбе. Моусер показал свою универсальность, показал себя в стойке, и это многих удивило. И тем самым мы вот видим, что 7 марта на турнире, на номерном турнире, где будут биться Адесanya Ромеро, такие очень серьезные бойцы. Например, Адесanya один из лучших бойцов на данный момент в UFC, Ромеро легенда UFC. На таком хорошем турнире нашему соотечественнику Мавсару дали такой хороший бой против хорошего бойца из Бразилии. Бойцу намного легче начать подготовку, когда есть конкретно обозначенный соперник. Несмотря на то, что в смешанных единоборствах поединки часто отменяют из-за травм бойцов, мы надеемся, что Мавсар Евлоев и Даглас Сильва подойдут к своему бою в своей лучшей форме, а октагон уже покажет, кто окажется сильнее.